Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем череду онлайн-трансляций мастер-классов в Музее мордовской народной культуры. И сегодня мы поговорим о гжеле, о некоторых основных ее особенностях и распишем вот такую вот доску по мотивам гжельской росписи. Это обычная разделочная доска деревянная. Такой материал для нас оказался более доступным, под рукой. Хотя и гжель — это именно роспись по керамике, особый вид росписи бело-голубой керамики. Доска для нас оказалась доступной. Она предварительно грунтована, грунтовали раствором клея ПВА, разбавляли водой в отношении 20% клея и 80% воды. 2 раза покрывали вот таким грунтом, потом покрывали белой акриловой краской. И боковинки покрывали синей акриловой краской. Я применяю акриловую краску. Она достаточно быстро сохнет, удобно в использовании, яркая, не выгорает. Буду использовать, нам понадобится также кисти. Вот такая вот у меня крупная кисть белка, 11-я. И удобно такой вот кончик, он соединяет свое единое целое. Удобно делать как раз мазки. Кисть самая потоньше, это 2-ечка белка, и кисть пони, это 5-ка. Краски, конечно. Краску я уже выдавила на такую-то палитру. У нас белая тарелочка. И должна быть именно плоская поверхность, потому что и удобно как раз с такой поверхности забирать краску так, как надо для такой росписи. Водичка и вот такие вот образцы, наброски. И также у нас вот здесь вот представлены произведения гжели. Вот такая вот шкатулка небольшая с характерной росписью. Сзади на дне обязательно делается вот клеймо. Каждый мастер подписывает свои произведения. Ставится обычно вот как знак, что гжельское произведение. Такие вот мультяшный персонаж, Пятачок, тоже персонаж из мультфильмов, это Фунтик. Ну и вот такая вот собачка. Вот. Фигурки персонажа расписаны по мотивам гжельской росписи, а это уже скорее вот более-менее характерные элементы, которые присущи гжели. Итак, что такое гжель? Это традиционный русский промысел, который возник в 17 веке. Изначально гжелью называли деревню, которая находилась неподалеку от Москвы. Впервые это название появилось в списке владений князя Ивана Калиты в XIV веке. И издревле в этой деревне находилась качественная белая глина, из которой создавали гончарные изделия, лепили разные фигурки, обжигали. И впоследствии гжелью стали называть группу деревень, 27 деревень, так называемый гжельский куст. Вот. И впоследствии вот в этом гжельском кусте стал развиваться этот промысел. В 1740-х годах известный химик Дмитрий Виноградов изобрел из местной белой глины первые русские фарфоровые изделия. И вот с тех пор в гжеле стали создаваться фарфоровые изделия. Вплоть до 20-х годов XIX века на гжельских заводах мастера ослепительно белые, белоснежные различные фигурки, скульптурки, какую-то посуду расписывали краской лилового, зеленого, синего, желтого и коричневого цветов. Своеобразный такой вот народном стиле. Но уже позднее стали создаваться фаянсовые изделия, для которых требовалась уже другая краска и другая техника обжига. Стали использовать кобальтовую подглазурную краску, которая легко переносила высокие температуры. И вот с того момента гжель приобрела уже вот такую вот характерную, узнаваемую роспись, бело-синюю роспись, такие сине-голубые узоры, которые и сейчас
до сих пор создаются в Гжеле. Вот благодаря этой росписи, благодаря этим узорам, Гжель узнаваемая сейчас и не только в пределах всей России, но и далеко за пределами России. И сейчас, как и тогда, и сейчас гжельские произведения создаются из белой глины, пластичной местной глины, белой. После обжига эта глина остается белоснежного цвета, и уже по этому белому фону наносят кистью краску кобальт. То есть именно как раз вот с тех времен осталась эта техника росписи. Ну, так, пока начнем. Как вот, чтобы создавать характерные для гжели элементы, в основном применяется такой широкий кистевой мазок с переходом от яркого синего к нежному, к размытому голубому цвету. То есть выдавливается некоторое количество краски синей. У нас вот здесь вот мы выдавили акрил. Здесь немножечко кистью берется водички. Здесь вот справа от этой вот краски выдавлено немножко водичкой. Вот так вот размываем. Если лишнее количество воды получилось, немножко можно убрать об губку. То есть вот так вот набирать, чтобы краска оказалась только вот с одной стороны кисти. И сейчас я попробую создать гжельскую розу. Примерно что-то вот по типу такого. Вот такого. Так. Это вот примерно здесь нам нужно будет в центре. Я уже здесь заранее написала вот такие вот элементы. Элементы, которые вот повторяются. То есть нам нужно будет просто только в углах здесь дорисовать. Можно еще брать. Достаточно плавный переход у меня получается, поэтому немножко водой надо подразбавить вот здесь вот. В основании кисти немножко лишней воды нужно будет убрать. Губку мы убираем. Ну вот такая вот роза
с многочисленными пышными лепестками. Характерный элемент для гжели. Обрамление листиков, веточек с ягодками, более мелкими цветами. Также характерны всевозможные птицы, петухи, которые сами могут ассоциироваться как с цветочным узором. То есть хвост, туловище, шея, голова этой птицы может плавно перетекать в цветочный узор. Потом еще подсохнет и пройтись можно будет еще раз. Сейчас гжельский орнамент настолько стал популярным, что его используют не только в керамике, но и на многих других материалах современных, на пластике, на тканях, текстиле каком-то. Нужно стараться делать закругленные плавные мазки. Тычинки каплевидные такие вот элементы. Воды чуть-чуть не хватает. Ну, чтобы получались быстрые, легкие мазки, плавные, с четкими переходами,
плавными, то этому мастера учатся многие годы, чтобы добиться желаемого результата нужного. Ну, а я как любитель, я увлекаюсь этой росписью, мне она нравится. И вот пробую. Так, нижние лепестки. Вот на нашей доске, как мы видим, она немножко расплывается, эта краска. Вот расплывчатый, даже акварельный эффект приобретает гжель. Наша роспись. Поэтому действительно справедливо назвать ее не гжельской росписью, а только выполненной по мотивам гжели. Ну и вот обычно крупный цветок обрамляет листики, веточки. Белый фон белого обожженного изделия гжельской росписью является, он активен так же, как и кобальтовая синяя роспись. Является неотъемлемым элементом композиции в узоре. Ну, вот, по два листочка вместе рядом будем. И всевозможные какие-то, может быть, усики, лепки, тоненькие, могут быть какие-то ягодки.
Лишняя вода появилась. Можно даже слегка губкой убрать. Ну, в производстве гжеля мастера как выполняют роспись. Высушенное изделие отправляют в печь на обжиг. То есть проводится сначала утильный обжиг до росписи при невысоких температурах. Обожженное изделие уже потом расписывается кубельтовой глазурной краской, которая изделие потом покрывается прозрачной бесцветной глазурью глянцевой. И после этого изделие отправляется на второй обжиг. Также на гжельских произведениях может иногда добавляться золото. Заворачиваются какие-то элементы, мелкие элементы посуды. Элементы мордочек у животных, костюмчиков. Сюда. Часто мастера использовали технику одному мазок одной кистью, то есть когда краска набирается на кисть и делается краской несколько мазков. Первые мазки получаются более сочные, такие яркие, а следующие мазки уже цвет слабеет, более спокойные, размытые получаются. Вот такой прием используется при создании многолепестковых цветков, и за счет этого создается глубина. Достаточно воды на кисть. Листья у нас получается свободные. Размашистые. Здесь пусик.
хватает листиков. Здесь я пройдусь. Мне хочется все-таки более какого-то перехода. Ну, краска себя вот так вот ничего не такое. Какие-то. Ну, что-то как типа тычинок. Здесь вот тоже. Сделаем вот один из этих как раз такой элемент угловой. Сначала вот этот центральный, главный цветок выполняется. Здесь все-таки удобнее большой кистью. Такие листочки.
этой стороны. В этом углу мы тоже сделаем так же. Печеньки. Я думаю, выполнив вот эти вот угловые элементы, сразу станет видно, что еще не хватает добавить к этому центральному цветку. А вот эти вот ответвления, завитки будем все-таки кистью потоньше делать. Здесь тоже. Здесь слишком у нас выше. Ну, здесь вот также можно выполнить не только одну розу. Можно букетом сделать. Добавить, например, еще 2 цветка поменьше. Можно гирлянду. Можно было птицу выполнить характерную. Что-то типа как ниточек. Сейчас выполнить. Стираем. Смотрите. Типа бутонов.
покрупнее бутон. Смазала сама. Ну и можно здесь вот немного добавить листочков. У нас получилось, что справа более загружена композиция, а вот как бы слева как будто что-то не хватает. Получилось немного пустовато, поэтому надо перевесить, уравновесить точнее композицию, добавить этот элемент. Так, как будто получается, что она стремится вправо куда-то. Вот такая вот интересная композиция получилась у нас из крупной розы и бутонов, листики по углам, вот такие вот цветы, тоже что-то наподобие бутонов розовых. В принципе, можно дальше продолжать развивать, расписывать, как, например, на такой вот шкатулке. Еще какие-то приписки разные здесь вот по краям. Но на это уйдет еще больше времени, так как у нас в рамках онлайн-трансляции мастер-класса мы ограничены, поэтому нужно уже заканчивать. Здесь вот немного я добавлю. Надеюсь, дорогие зрители, вам понравилось, было интересно. Всем спасибо за внимание, всего доброго.